Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Динара, и в этом видео я хочу рассказать вам о личных окончаниях. Называется оно «Жіктік жалғау». Перед тем, как вам объяснить эту тему, я хочу показать вам несколько примеров. Обратите, пожалуйста, внимание на эти предложения. Первое предложение – это «мен динарамын», означает «я есть Динара», «я являюсь Динарой». Второе предложение – «мен мұғаліммін», то есть «я преподаватель». Третье – «мен 25-темін», мне 25. И четвертое – «мен Алматыда тұрамын», я проживаю в Алматы. Вот всех этих предложений объединяет вот такие вот маленькие окончания в конце предложения. Это и есть личные окончания. Это мон, мен, мон. То есть твердый вариант с и мягкий вариант с мон, мен. То есть у местоимения мен есть личное окончание мон, мен. Также у этого местоимения есть личное окончание бон, бен и есть бон, бен. Вот эти личные окончания добавляются к слову в зависимости от последнего звука в предложении. Мон, мен, как правило, добавляется к гласным и к сонорным согласным. Это л, м, н, н, р и у. То есть, если ваше слово завершается на эти звуки, то вы автоматически добавляете либо мон, либо мен. Мын мы добавляем к твердым гласным. Если наш корень слова твердое по звучанию, то мы добавляем «ы». А если наше слово будет мягким по звучанию, то мы будем добавлять «э». Местоимение «сен» есть личное окончание «сэн-сэн». То есть, если отсюда убрать «мен», написать «сен», то есть «ты», что получится у нас? Везде вот эти личные окончания также поменяются на вот эти. Динара сын, ты Динара, ты преподаватель. Мұғалім сын, тебе 25, сен 25-тесің, и ты живешь в Алмате. Сен Алматыда тұрасың. То есть вы понимаете логику, да? Если мы в начале предложения говорим «мен», то и в конце будут вот эти вот окончания. А если в начале предложения мы говорим «сен», то и личные окончания будут какими? Другими, то есть меняются в соответствии с местоимениями. А если мы уберем отсюда «сен» и скажем «сіз», убираем «сен», добавляем «сіз», то, естественно, и здесь поменяются что? Личные окончания. Сіз, сіз, сіз и все. Получается, функция этих личных окончаний сопровождать последнее слово в предложении. Они меняются в зависимости от местоимения. Если мен, то мон-мен, бон-бон, бон-бон. Если сен, то сын-сын. Если сіз, то сыз-сыз. Если ол, то личных окончаний у нас нет. Личное окончание добавляется к существительным, к числительным, глаголам. Также добавляется и к прилагательным. Прилагательные – это части речи, которые отвечают на вопросы «какой», «какая», «какие». Например, «я умная», «мен ақылдымын», «ты умная», «сен ақылдысың», «вы умная», «сіз ақылдысыз», «он или она умный», «ол ақылды».